Единственная и непревзойденная сила ее голоса восхищает многочисленных поклонников по всему миру. Мария Каллас не просто кумир, а целое явление в оперном искусстве и для Лали Хабаловой. Неиссякаемое вдохновение, несколько лет подготовки позволили ей порадовать слушателей на памятном вечере, посвященном Марии Каллас. Зоя Тараева продолжит тему. Ею восхищались, ее боялись. Мария Каллас – единственная и непревзойденная. Оперная дива, чей голос мог покорить мир однажды и навсегда. Еще при жизни она стала легендой вокального искусства, целой эпохой для многочисленных поклонников ее таланта. Я люблю Марию Каллас. И такие концерты к нам редко привозят. И такого рода мероприятия важны, потому что они воспитывают вкус. Верди, Пучини, Кармен. В этот вечер на сцене Русского театра в исполнении оперной певицы Лали Хабаловой они звучали для величайшей Марии Каллас. Для Лали этот концерт особенный. Она впервые солировала на родной остинской сцене, шла к этому несколько лет. Посвящение самой Каллас – это не просто событие в творческой жизни Лали, а настоящий личный триумф. Мария Каллас – это оперная певица, с которой началась моя карьера. Первая оперная певица, в исполнении которой я начала слушать разные произведения, которая на меня очень сильно произвела впечатление. Сопровождение симфонического оркестра филиала Мариинского театра под управлением Георгия Албегова исполнили арии из репертуара Марии Каллас. На концерте выступил и солист Московского музыкального театра «Геликон Опера» Константин Бржинский. Люди, которые сегодня будут присутствовать, они немножко больше узнают о Каллас. И я думаю, что им это очень понравится. И они уйдут с наполненной душой, с положительной энергетикой. И, надеюсь, будут еще долго вспоминать наш концерт. В феврале этот концерт с большим успехом провели и в Москве. В планах организаторов порадовать ценителей оперного искусства еще во многих городах страны. Зоя Тараева, Диана Кабалотти. Новости Осетии.